Не так много известен и инструмент ош-гудок. Он, кстати, относится именно к тем инструментам, которые родились в легендах. А именно, до недавнего времени, так скажем, недавнего это лет 20-25, ну 30, нигде в печати не было такой легенды, что коми-охотник, а народ коми это народ-охотник, пошел в тайгу и издали услышал какой-то странный звук. И, естественно, любопытство одолело, и он пошел на него, чтобы увидеть, откуда же он исходит. Ну и что он видит? На пне не спиленного дерева, а сваленного то ли ураганом, то ли каким-то сильным ветром дерева, где остались щепы от флома, сидит медведь и лапой бьет по этим щепам. И у охотника сразу родилась идея, не идея, родилось название инструмента, который надо бы сделать ош-гудок, медвежья гармошка. Долго витала эта идея в умах мастеров. А в чем была загвоздка-то? Дело в том, что никак не могли понять, а как же извлекать звук, чтобы он был похож на эти звучащие щепы. Но потом нашли звук, и родился в таком варианте у Большакова Николая, который в свое время руководил кооперативом по изготовлению национальных, народных, музыкальных и шумовых коми-инструментов. Дело в том, что все эти инструменты, что брунган, что ош-гудок, да и другие коми-национальные инструменты, сейчас используются в ансамбле. Раньше, скажем, те же пыляны, чипсоны делались прямо на лугу во время сенокоса, и не надо было такой слаженности в их созвучии. А теперь это очень важно, их созвучие, их слаженность. И поэтому не обойтись без такого инструмента, как, скажем, баян. Или гармошка, или фортепиано. Главное, что четко настроенный инструмент. Лучше всего, конечно, баян.